На неделе с 22 по 28 октября 2024 года потребительская инфляция составила 0,27%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,48%. На плодоовощную продукцию динамика цен составила 1,74%. На остальные продукты питания – 0,38%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели – 0,12%. Темпы роста цен на легковые автомобили по-прежнему снижаются. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,17%. С 1 ноября факт участия в специальной военной операции подтверждается справкой, которую выдают привлекавшие граждан государственные органы. Документ необходим для возможности получения участниками СВО и членами их семей различных мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. Ранее получение подтверждающего документа требовало непосредственного обращения в воинскую часть. С 1 ноября граждане смогут запрашивать справку через удобные и привычные каналы. Это единый портал госуслуг и многофункциональные центры «Мои документы». Заявления будут рассматриваться в течение 4 рабочих дней. Также граждане смогут обратиться в военно-социальный центр Минобороны России, военные комиссариаты или воинские части. В сложных случаях, например, при пропаже без вести или частых переводах между подразделениями, рассмотрение может занять до 30 дней. За это время специальная группа военно-социального центра Минобороны России проведет дополнительные проверки и выдаст справку. Открылась регистрация на форум «Производительность труда и наставничество». Участники региональных этапов конкурса «Лучшие практики наставничества» приглашаются на форум «Производительность труда и наставничества». Он пройдет 28 ноября в Московской области на базе мастерской управления «Сенеж». Для слушателей выступят более 40 спикеров. Это эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности, строительной и транспортной сфере и индустрии гостеприимства. Площадка соберет порядка 700 представителей бизнеса, участников конкурса «Лучшие практики наставничества». Регистрация продлится до 25 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность увеличения общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 триллиона рублей в 2024 году. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Закон подразумевает, что увеличение расходов в текущем году возможно без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Он вступил в силу с 29 октября. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.